Андрей Борецкий и Олеся Храмова совместно с Национальной библиотекой имени Заки Валиди Республики Башкортостан представляют выставку, посвященную 75-летию Великой Победы ради жизни на земле. 22 июня началась самая кровопролитная и самая жестокая война в истории нашего государства – Великая Отечественная. Миллионы людей отдали свое здоровье, свою жизнь ради победы. На фронт уходили и художники. Они сражались за Родину, они отдавали за нее самое дорогое – жизнь. Художники нашей республики становились солдатами. У каждого была своя фронтовая судьба, каждый приближал великий день победы. В экспозиции выставки «Ради жизни на земле» представлены работы художников-фронтовиков Республики Башкортостан. Здесь нет военной тематики. Глядя на работы мастеров, чувствуешь, это было и это повторится. Торжественность закатного часа сменится нежным рассветом, снова выпадет снег, снова зацветет сирень. Ведь ради этого сражались солдаты. Каждый из представленных художников самобытен, каждый открывает для зрителя неповторимый мир. Заслуженный художник по СССР Алексей Васильевич Храмов с первых дней войны участвовал в самых кровопролитных сражениях. Битва под Сталинградом, форсирование Днепра. Война для него длилась с 1941 по осень 1945 года. На войне Храмов умирал и воскрес. Его поместили в морг, посчитав умершим. Но, видно, оставались еще дела на земле у художника. В основном Храмов реализовался как пейзажист. Красота мира, в котором есть строгость и правильность, таково звучание его работ. Сдержанность и эмоциональность одновременно, точная композиция – отличительные черты произведений Храмова. Часто пейзажи Алексея Васильевича лишены присутствия человека. Первозданность запечатленной природы говорит о ее вечности, о чем-то большем, чем человеческая жизнь, о чем-то более мудром. Работа мастера присуща философская глубина. У художника всего одна страница для повести, любимое высказывание Алексея Храмова. Одна картина данной выставки является исключением из общей тематики. Это конный портрет командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Храмов запечатлел легендарного комдива на фоне грозового неба сражения. На заднем плане бой. На вороном коне прямо и спокойно держится генерал-майор. Башкирия славилась своими конниками всегда. В 1812 году северные амуры наводили ужас на великую армию Наполеона. Они были бесстрашны и стремительны. Также бесстрашно сражалась кавалерия на фронтах Великой Отечественной. О кавалеристах слагали легенды. За мужество и героизм Минигали Мингажевичу Шаймуратову в 2020 году присвоено звание Героя России. Но задолго до этого Шаймуратов стал народным героем. Алексей Васильевич был влюблен в природу родного края. Во многих работах он запечатлел древние Уральские горы. Такие работы звучат торжественно, эпически.
Глядя на них, чувствуешь не только красоту изображенного пейзажа, но и красоту всего мира. Именно такого плана картина «Закат». Вековые сосны, позолоченные лучами заходящего солнца, тянутся ввысь. Пройдет миг, другой, и все в природе изменится. Вдали заснежены вершины гор. Красота сиюминутная, приходящая, соединена с красотой вечности. Осень – любимое время года для Алексея Храмова. С осенью связаны грусть, печаль. Печаль – более сильная эмоция, чем радость. Через нее можно сказать о многом. Перед нами картина «Лесное озеро», сдержанная и эмоциональная, как и присуще мастеру. В лесной глуши затерялось небольшое озеро. Наверное, только пролетающие птицы знают о его существовании. Есть особое достоинство в том, чтобы, обладая внутренней и внешней красотой, не стремиться быть на виду, к успеху любой ценой. Такие мысли невольно посещают, глядя на картину Алексея Васильевича. Дорога – очень мощный образ в русском пейзаже. Это не только дорога от пункта А в пункт Б. Это дорога жизни, судьбы. Картина «Октябрь» уже наступил. Почти импрессионистическое произведение, в котором для художника важнее передача атмосферы, движения воздуха, чем самих предметов. Контуры предметов очень размыты, они теряются в осенней мгле. Использован эффект парения. Дорога с верхней точки идет вниз, затем опять кверху. Взгляд зрителя летит над полотном, устремляясь к горизонту. И видишь постоянно меняющееся небо, то тучи рваные, то вдруг небесная лазурь сквозь них, как в жизни. Перед вами картина «Рыбаки». Снова осень, холодеющее небо и, как его отражение, река, последние всполохи лета, багрец и золото одетый лес. Закончил лов, рыбаки втаскивают лодку на берег. Работа очень лаконична, без деталей, именно поэтому и звучит так сильно. Все заканчивается. Лето, детство, сама жизнь. Вспоминается Николай Рубцов. Это на том берегу. Пустое небо наводит на раздумье об одиночестве, но надрыва нет, нет безысходности. Особое благородство в умении принимать судьбу в смирении. Картина «Дождь в лесу» не только о недавно прошедшем дождичке, она о том, что мир прекрасен в любом проявлении, в каждый момент бытия, о вечном возрождении природы. Картина почти монохромная, в ней множество оттенков зеленого. Художник силой своего таланта позволяет зрителю почувствовать прелесть обновленной природы. Диагонально идущая дорога углубляет пространство. Дорога приглашает зрителя вглубь леса. Кажется, чувствуешь ласковую прохладу летнего дождика, ощущаешь прикосновение тумана. Восходящие линии передают зрителю чувство радости. В день своей смерти художник закончил одну из самых проникновенных своих работ «Вечереет». На хрупкую красоту, зеленые листья и синие цветы выпал снег. Красота, сама жизнь всегда под прицелом. Еще кажется, что художник, предчувствуя свой уход, попрощался с красотой всего мира. Хотя, конечно, можно прочитать картину по-иному. Именно в этом смысл настоящего искусства. Алексею Васильевичу было всего 69 лет, когда оборвалась его жизнь. Тяжелые испытания, связанные с войной, несомненно, сократили жизнь мастера. Художника нет уже более 40 лет, но его картины будут радовать и грядущее поколение. Заслуженный работник культуры БССР Григорий Ефимович Харин окончил школу разведки. По дорогам войны прошел от Москвы до Восточной Пруссии. Григорию Ефимовичу повезло остаться в живых.
Но война никогда до конца не отпускает тех, кто прошел через ее горнило. Война нагнала художника много лет спустя. Персональная выставка Харина была приурочена к празднованию 60-летия Победы в 2005 году. Сердце не выдержало нахлынувших воспоминаний. В творчестве Григорий Харин не касался военной тематики, нашел себя в основном пейзажной живописи. Обостренное чувство прекрасного находит выражение в лиричных, красочных произведениях. Художнику присуща декоративность, яркая цветовая палитра, стилизация форм. Некоторые работы очень величественны, те, в которых запечатлены Уральские горы. Урал Харина – это величие, в котором нет покоя. Мятежные облака, летящий поезд – все наполнено энергией. Кажется, каменные столбы повествуют о былых потрясениях, временах, когда извергались вулканы, потоками лилась лава, формируя рельеф, а могучие ветра превращали созданное в нерукотворные чертоги. Реализм Харина с романтической окраской. Художник умел одухотворять деревья, они порой выше, чем в реальности, с могучими стволами. Тянущиеся вверх ветви подчеркивают бескрайность неба. Картина «Апрель». И это небо действительно бездонное, какое-то ликующее. Это небо весны. Взлетающие кверху птицы, летящие облака передают зрителю восторг автора. Контрастные цвета способствуют этому. Сколько художников изображало закат, и каждый по-своему. Есть в этом коротком состоянии природы волнующая торжественность, что-то, что словами высказать трудно. В картине «Закат» низкая линия горизонта, там властвует яркое, оранжевое восходящее солнце. Стилизованные деревья на первом плане как будто охраняют вход в заколдованное царство. Да, Харин, безусловно, романтик. В своих произведениях он очень любит рассказывать о весне, о начале цветения, о той поре, когда все еще впереди. В картине «Черемуха цветет», украшенной белыми цветами деревцо, как ограненный драгоценный камень в прекрасном обрамлении желтых цветов и веток деревьев. В этой работе, как и во многих других, есть ожидание чуда, желание вырваться из привычного в мечту. И снова закат, вернее ледоход в закатный час. И снова величественные деревья, позолоченные последними лучами солнца. Здесь, как и в предыдущей картине, доминирует красный и синий. Синий с множеством оттенков – фаворит Григория Харина. А еще он любит использовать стаффаж. В отличие от Алексея Храмова, природа у него чаще очеловеченная. Мороз и солнце – день чудесный. Пушкинские строки приходят в голову, когда любуешься картиной Григория Ефимовича «Морозный день». Все в ней ярко, все наполнено жизнью. Наполненность энергии подчеркивает движущийся поезд, а еще домики. Они по природе своей статичны, но не в работе Григория Ефимовича. Домики словно скатываются с холма веселые, нарядные. Во всем этом немного взгляд ребенка. И в том, что дым здесь главный. И хочется, как в детстве, воскликнуть: «Чур мой дым!». Заслуженный работник культуры БССР Геннадий Васильевич Огородов прошел всю войну, воевал с 1941 по 1945 годы. Был командиром взвода. Реалист старой закалки, он создал удивительное произведение. Его портреты глубоки, его пейзажи лиричны. У Геннадия Огородова, кроме таланта живописца, был талант педагога. Он был учителем с большой буквы. С 1949 по 1979 годы, 30 лет,
был руководителем Народной студии изобразительных искусств при ДК имени Калинина. Многие его ученики украсили Башкирскую школу живописи. Григорий Харин, Сергей Литвинов, Александр Рыбаков, Павел Еременко, Виктор Рязанов, Владислав Меус, Виктор Пегов, Вячеслав Кучеров, Николай Одинцов и другие. В своих пейзажах Геннадий Огородов продолжает традицию русской живописной школы XIX столетия. Его произведения абсолютно лишены декоративности. У них нет искажения форм, пропорций. Огородов часто выбирает очень незатейливые, простые сюжеты. Картина «Пасмурный день». Вдоль гряды Уральских гор полосой тянутся деревянные домики. Они словно слились с природой. Жизнь в единении с природой так отличается от жизни в мегалополисах. В работе царит гармония. Картина «Цветы на подоконнике». Натюрморты пишут многие художники, но есть мужские натюрморты, а есть в них столько нежности, что с трудом веришь, что такой натюрморт создала рука мужчины, да еще прошедшего войну. Герани и фиалки очень домашние цветы, они несут с собой покой и уют. И снова жизнь в единении с природой. Тишина и покой разлиты в картине Геннадия Васильевича «Осень». В большинстве его пейзажей природа безмятежная, задумчивая. Глядя на нее, отдыхает душа. В наше информационное время внимание зрителя удержать довольно трудно, если работа не декоративная, не экспрессивная. Но Геннадий Огородов умел. Этюд «Дети на речке». Ребятишки словно слились с природой, хотя выделены более ярким цветовым пятном. Все просто в этом произведении. Но это та простота, которую Леонардо да Винчи называл высшей формой сложности. Народный художник Республики Башкортостан, заслуженный художник БССР Григорий Михайлович Круглов ушел на фронт в неполные 17 лет. Радистом-стрелком воевал на Дальневосточном фронте. Ким Ир Сен в 1949 году на площади в Пхеньяне вручал ему медаль за освобождение. Упрямым реализмом назвал творчество Круглова Мустай Карим. Художником создана галерея военных портретов. Григорию Михайловичу свойственна ясная и строгая простота в живописи. У него неповторимый почерк, смелый мазок, контрастные цвета. Картина «Этот праздник», конечно, о Дне Победы. Мы видим мундир с наградами, висящий на стуле. Как много сказано художником. И о том, что многие не вернулись домой, и о том, что День Победы для нашей страны всегда будет главным праздником. Яркие, насыщенные цвета передают праздничную атмосферу. Картина создана в начале 60-х годов. В ней много примет времени. Живопись Григория Михайловича яркая, цвета насыщенные. Картины всегда заряжены оптимизмом. Противопоставляя светлые тона и темные, художник передает яркий солнечный день и прохладу под сенью деревьев. Картина «Мостик». Мостик подходит к самому краю полотна. Круглов приглашает на него зрителя, и, кажется, чувствуешь тепло нагретого солнцем дерева. Григорий Круглов не боится черного цвета. Это цвет жизни, цвет земли. Не обязательно ехать за 3-9 земель, лететь на Альфа-Центавру за новыми впечатлениями. Можно просто открыть окна своего дома. Так и сделал Григорий Михайлович. Вышел на балкон своей мастерской и с высоты птичьего полета посмотрел на знакомый двор. И он увидел, и он удивился, и передал свое удивление зрителю. Так возникла картина «Скамейка во дворе». Обычный летний день не перешел в вечер.
Он остановился на холсте мастера. Очень трудно изобразить падающий или лежащий снег, чтобы он не напоминал, по выражению Карла Брюлова, пролитое молоко. Также трудно изобразить воду. Если художник справляется с подобной задачей, он мастер. Так и хочется войти в картину Григория Круглова «Ирендык» и окунуться в теплую воду. Художник использовал огромное количество оттенков, чтобы мы могли чувствовать. Вода живая, она течет, чтобы мы даже слышали плеск воды. Портрет старика, конечно, психологический портрет. Великое искусство заглянуть в душу человека и через внешние формы передать его состояние. Основное внимание на лицо и руки. Именно они рассказывают о человеке. Но еще больше искусства, подобно великому Рембрандту, рассказать о прожитой жизни. Григорий Михайлович написал удивительный портрет. Это повесть жизни. Очень фактурно передана рубаха, кажется, ощущаешь ее ткань. Заслуженный художник Республики Башкортостан Владимир Павлович Пастернаков командовал пулеметным взводом в составе Степного и Второго украинских фронтов. Он дважды был ранен. Получил тяжелое ранение при форсировании Днепра. Война жила постоянно в сознании художника. Хотелось выразить пережитое, но нужно было, чтобы воспоминания отстоялись. Я почувствовал себя готовым рассказать обо всем прошедшем, смог писать картины о своих товарищах на фронте спустя 20 лет после победы, писал Владимир Павлович. И тогда появились его знаменитые работы военной тематики. Основной лейтмотив его пейзажных работ – гармония жизни человека и природы. Пастернаков – автор превосходных портретов. Отличительная особенность портрета Владимира Пастернакова – интерес к внутреннему миру человека. Ничто не отвлекает внимание зрителя от изображенной женщины. Портрет жены. Нет предмета быта, аксессуаров, фон нейтральный. Через представленный образ мы постигаем характер, внутренний мир. Портрет написан с любовью и огромным уважением к человеку, с кем шел художник рядом по жизни. Красивая, насыщенная цветовая палитра делает портрет нарядным. Заслуженный художник БАССР Константин Александрович Головченко ушел на фронт в возрасте 18 лет. Воевал в составе минометной роты, затем стрелковой дивизии. Участник форсирования Днепра. Разорвавшаяся мина изрешетила его тело. Это сильно подорвало здоровье. Во многом Константин Головченко реализовался как театральный художник, работая в разных городах СССР. Головченко – один из немногих художников, писавших батальные сцены. Константином Александровичем создана галерея портретов ветеранов 5-й ударной армии, которая принимала участие в штурме Берлина. Многие пейзажные работы Константина Головченко композиционно построены по сценографическому принципу. Они многоплановые. Такой является картина «Дорога в горах». Художник обобщает формы, для него главное – передать общее ощущение присутствия в горах осенней порой. Палитра Головченко сдержанная, как в большинстве его пейзажей. Главное в картине Константина Александровича «Мечеть на реке Белой» – передача торжественности. Слетают в небо красные минареты мечети ля-ля тюльпан. Вверх стремятся молитвы. И, кажется, им внемлет закатное небо. Небо отражается в воде, это создает ритм, который так радует глаза зрителей.
Николай Митрофанович Супрун в неполные 17 лет был призван на фронт. Воевал в войсках связи на границе с Польшей. Он был участником Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Супрун – талантливый преподаватель. Большую часть своей жизни он проработал в детской художественной школе номер 2. Его воспитанники – известные художники Григорий Загвоздкин, Эдуард Шарипов, Георгий Карпов и другие. Красота родной земли запечатлена в пейзажах Николая Митрофановича, особая любовь к цветам в прекрасных натюрмортах. Картина «Дворик». Маленький домик и маленький двор запечатлены Николаем Митрофановичем. Маленький мирок отгорожен от большого, внешнего мира. Здесь все просто и понятно, и спокойно. И не хочется покидать это маленькое пространство. Написанные акварелью цветы смотрятся свежо и нежно. Кажется, дохнуло запахом полей. Летнее солнышко прячется в лепестках ромашки. Простые предметы. Они вызывают почему-то ностальгическое чувство. Может быть, грусть по легкой, беззаботной поре, которая, конечно же, вернется. Картина «Прогулка на катере» дышит миром и покоем. Все обычно, но и немного празднично. Разбросанные красные цветовые пятна добавляют нарядности. Сошедшие с катера люди будут наслаждаться густым запахом лесов, прохладой воды. Разве не ради этого сражались солдаты? Война чудовищная, абсолютное зло, которое не должно повториться никогда. Каждый из представленных художников заплатил огромную цену за то, чтобы на земле наступил мир. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните.